Даже вот эти сухие, да, они раньше это и вот так вот, короче, но чувствуете все равно. Надо перешлифовать. Свет же горит, да? Так, да? Третье, конечно, мы хотим поддержать все усилия, которые предпринимает руководство вашей республики по поддержанию русскоязычной части населения, то мы видим, что предпринимаются большие усилия, но мы вот озвучили некоторые дополнительные предложения, которые с нашей точки зрения могли бы сделать еще более комфортным проживание русского населения в Туве. Затрагивали мы вопросы коренных малочисленных народов. Здесь, конечно, у нас немножко разошлась позиция, потому что мы пришли к выводу о том, что вот тувинцы, которые у вас проживают, это на самом деле несколько малых народностей внутри большой тувинской мега-этноса на тувинской нации, да. Вот. Ну, это нуждается в научных исследованиях, потому что сказать, например, по поводу жителей Черехольского района, да, что это наречие тувинского языка, диалект тувинского языка, самостоятельный язык, без научных исследований, к сожалению, эти вещи сделать невозможно, но глава обещал нам о том, что эти вопросы будут поставлены. Ну и, конечно, для нас очень важно сохранение стабильности внутри Тувы, а для того, чтобы была стабильность, конечно, необходимо, чтобы постоянно был диалог со всеми политическими силами, в том числе и с людьми, которые, может быть, критикуют обидно, критикуют слишком резко, критикуют слишком жестко. Ну, если это добросовестные критики, а не люди ставят свои узколичные интересы, я думаю, что с ними должен быть найден общий язык. По крайней мере, какие-то общие знаменатели должны быть. И нам очень приятно, что глава, в общем-то, он посмотрел точно так же на эту позицию, и, в общем-то, он, как я понимаю, планирует такие встречи осуществить с представителями различных оппозиционных сил. Ну и заканчивая свое выступление, передавая слово Елене Васильевне, мне, коллеги, конечно, мне кажется, что, может быть, развитию Тувы соответствовало бы проведение здесь выездного заседания Совета по правам человека при президенте. Почему? Вот вместе с Советом сюда приезжают представители различных министерств, в том числе люди, которые какие-то пишут отписки тувинское правительство, да, даже не знают, где Тува находится, да, сидят все в кабинете, знают, где находится их квартира, дача, кабинет начальника и все. А Тува какая-то где-то непонятно где. То когда они сюда сами вместе с нами приедут, вместе с советником президента Михаилом Александровичем Федотовым, посмотрят в глаза тем людям, которые мне давали отписки, я думаю, что это может повлиять вполне на их собственную личную позицию и позволить от отпискам перейти к реальным решениям проблем, которые стоят перед республикой. Вообще мы всем очень благодарны, Тува нас совершенно потрясла. Вот. Единственное, не добрались мы до того места, где живут олени, не получили молока, но в следующий раз мы надеемся это недостаток компенсировать. Ну, собственно говоря, добавить нечего, потому что Андрей Владимирович сказал кратко обо всем. Я единственное хотела бы поддержать его в плане того, что я думаю, что мы с ним будем инициировать действительно выездное заседание Совета, потому что мне кажется, что действительно это очень важно, потому что после того, как приезжает Совет в регионы, действительно, спасибо, действительно удается часть проблем как-то решить на уровне федеральной власти в том числе. Поэтому мы с Андреем Владимировичем по приезду нашему в Москву, конечно, будем говорить об этом с Михаилом Александровичем Федотовым и будем убеждать в том, чтобы такое заседание состояло. Вам огромное всем спасибо за те дни, которые мы здесь провели, за гостеприимство, помощь в работе. Мы очень признательны. Действительно, очень было интересное для нас время. Спасибо.